ученый-селекционер Аджапар Какиев. Вот она, сосомырская пшеница, выведенная им. Так проходит все лето в труде, творческих поисках и радости находок. Близка осень. Началась стрижка овец. Шерсть пойдет отсюда на ткацкие фабрики Советского Союза. Партии и советского правительства — вот залог того, что Сусамырская долина будет полностью освоена для круглогодичного содержания животных. Одним из первых. Для строительства гидростанции из поселка Шамалды-Сай в Каракуль было переведено управление на Рын-Гидроэнергострой. Его коллективу предстояло выполнить огромную работу, ведь плотина ГЭС должна была подняться на 200-метровую высоту. Душою каждого дела стали коммунисты. Рассказывает секретарь парткома на Рын-Гидроэнергостроя Турсунбек Чингышев. Строительство, когда строили дорогу, когда осваивали склоны Токтагульского гидроузла, и тогда, когда перекрывали на Рын, и тогда, когда пошел большой бетон. Одним словом, на всех важнейших этапах, на самых ответственных участках работали коммунисты, члены партии. В числе таких людей, которые с первых дней и до сегодняшнего дня работают в нашей партийной организации, можно назвать имена в то время начальника управления механизированных работ товарища Хуриева, Буш и национального угнетения. Таким образом, финал трехдневного штурма на Рына в створе будущей Курпсайской ГЭС. 11 мая, 11 часов дня. Сотни бетонитов, крупногабаритных блоков обрушились в предварительно суженное русло могучей реки. Успешному ходу операции помогла кратковременная задержка водного потока на Токтагульской плотине. В 16 часов вода пошла по 600-метровому обводному каналу. Благодаря встречному плану, почти на год опережающему проектный график, строители 4-й ступени Нарынского каскада собираются дать ток уже в 1980 году. Южное солнце и необыкновенно щедрые осадки вызвали активную вегетацию растений. Зеленое половодье разлилось по горным склонам и квадратам сеянных трав. На заготовке кормов возникли предпосылки для значительного перекрытия плановых заданий. В Сокулукском опытном хозяйстве Киргизского научно-производственного объединения по животноводству ежедневно скашивалось нынче и закладывалось на хранение трав вдвое больше нормы. Это позволило за 2 недели управиться с заготовкой. Тонкорунная овца дает столько шерсти, что из нее можно изготовить ткани, напить костюм. В Чуйском районе стрижка ведется по-новому. В Кинесонартае организован укрупненный стригальный пункт. Каждый участник 4 объединенных бригад выполняет определенную производственную операцию. Лучший стригаль района Суюн-Женебеков выполняет в день по 2 нормы. На пункте остригают в день около 3000 овец.
идет золотое руно Киргизии. Новые 1000 метров добротных тканей получат советские люди. На опытном участке Киргизского научно-исследовательского института земледелия собирают землянику. Хороши выведенные здесь для колхозов новые гибридные сорта. Даже ягода сорта Виктория редко достигает такого объема. Маленькие дегустаторы по достоинству оценивают качество ягод. Несомненно, оценят их и взрослые покупатели в магазинах города Фрунзе. Завод азбо-шиферных изделий. Это новое предприятие составит единый комплекс вместе с флагманом строительной промышленности республики Канским цементным заводом. Первая технологическая линия по производству шифера должна была вступить в действие только в конце этого года. Однако строители, включившись во всенародное юбилейное соревнование, на 2 месяца сократили этот срок. 14 октября завод вошел в строй. По своему оснащению новым автоматическим оборудованием это предприятие пока единственное в Советском Союзе. Отечественная техника, обеспечивающая возможность широкой автоматизации, уже заинтересовала зарубежных специалистов, побывавших на новом заводе. 98 миллионов условных плиток шифера в год будет выпускать завод. Его продукция найдет применение и в качестве кровельного материала, и при возведении стен зданий. Первой среди всех республик Средней Азии Киргизия осваивает производство такого конструкционного шифера. Республики, посвященного славному 60-летию киргизского комсомола. Имя Ленина на знамени комсомола, и как дань его бессмертному делу цветы к памятнику вождя. Общество Родины о достойной встрече 27-го съезда. Берем-Бибю настойчиво выполняет свое обязательство. Ее звено первым в районе закончило прорывку свеклы. Из самых отдаленных уголков республики приезжают сюда на учебу дети колхозников. 1500 юношей и девушек получили здесь образование. Многие из них продолжают учебу в высших учебных заведениях страны. В школе хорошо оборудованы кабинеты, классные комнаты. Урок физики в 10 классе. В 4 классе изучают историю Киргизии. Чтобы закрепить знания, для учащихся организовываются экскурсии в Музей национальной культуры. Преподаватель Ракия Корполдоева показывает на макете Ортотокойское водохранилище. 5-й пятилетки. Комсомольцы школы ведут переписку с чехословацкими школьниками города Аламову. Недавно они получили большой красивый фотоальбом. Прага. Президент Чехословацкой республики Готвальд. Комсомолка Сакиш Садыкова вместе с одноклассниками пишет ответ своим новым друзьям. Чисто и уютно в школьном интернате. Партия, советская власть открыли для... Великие горы Алатау. Жизнь киргизского народа, его прошлое, настоящее и будущее связаны с этими горами.
они опора, они крылья нашего народа. От этих гор и начинается наш фильм, посвященный славному юбилею. Моя родина здесь, где пасутся стада на Джайло, где наполнен прохладой долин неоглядный простор. Моя родина здесь, и зовется она Алато, или, если по-русски, землею заоблачных гор. Закладка первого бетона в створ будущей плотины Ташкумырской ГЭС – яркая страница в летописи юбилейного года. Все республики страны вносят свой вклад в это строительство. Из Сибири, Урала, Прибалтики, Белоруссии, Украины, Ленинграда и Москвы идут сюда необходимые материалы, турбины, точные приборы и аппаратура. Ташкумыр «Интернациональная стройка», отметил в своем выступлении первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдахун Усубариевич Усубариев.
мы попросили лауреата Ленинской и государственных премий писателя Чингиза Айтматова поделиться мнением о нашем городе. Депутатов. А это сегодняшнее здание Фрунзенского горисполкома. Экспорт в десятки зарубежных стран. Одним из самых передовых предприятий города является Киргизский комвольно-суконный комбинат, на котором работают славные труженицы, показывающие чудеса рабочей профессии. И среди них депутат Верховного Совета Республики, предельщица Нурманбетова, депутат Верховного Совета Союза СССР, предельщица Лавская. Вот что говорит о людях и о комбинате Таттубибю Нурманбетова. 4 передовика легкой промышленности нашей республики взяли повышенные обязательства к 60-летию Великого Октября выполнить личную пятилетку. Мы тоже являемся инициатором этого движения. Я и моя подруга, депутат Верховного Совета СССР Надежда Сергеевна Лавская. Мен бұл кесіпке іштегеніме 5-6 жылдан ашып кетті. Шул біз 5-6 жылдың ішінде далай үйлерді... Трудовые будни города. Город тянется своими этажами ввысь. Строитель – самая почетная профессия, ведь там, где работают люди моей профессии, говорит молодой строитель Абышев, воздвигаются поселки, города, заводы, фабрики. Мне нравится моя профессия за ее созидательную сущность. Порой даже не верится, что все это построено нашими руками, а значит и моими руками. Я горд за свою профессию. Горожанин хочет жить в благоустроенной, комфортабельной квартире. И уже сейчас думает о будущем нашего города, его архитекторы, художники, депутаты городского совета. Если каких-нибудь 10 лет назад город был пятиэтажным, то теперь рассматриваются проекты 12-18-этажных зданий. И несмотря на то, что наш город будет высотным, он останется одним из самых зеленых в стране. Не так давно местные газеты сообщили радостную новость. Нас, фрунзенцев, 500 000. Эксперты по демографии предсказывали появление полумиллионного жителя лет на 10 позже. Жизнь опередила прогнозы. Сегодня на каждого из нас приходится около 100 квадратных метров зеленых насаждений. Этот коэффициент сохранится и впредь, и даже будет расти в пользу зеленого наряда.